Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Кто по вам сохнет? Кто этот мужчина? И что от него ждать? Загадайте, пожалуйста, на себя. Ни о ком думать не надо. Песочек все покажет сам. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, какой красавчик по вам сохнет. Мужчина очень хорош собой. Ну, прям все в нем идеально. За собой, кстати, следит. Для него это важно. Такой, знаете, может и перед зеркалом крутиться. Там и бровки себе подправить, и там выбриваться до полуобморочного состояния, чтобы все прям идеально было. Может, этот барбершоп посещает, да. Вообще занимается собой мужчина, за питанием может следить. Хотя очень любит вкусно покушать, жирненькое любит. Такой, знаете, прям наваристое, жирненькое, либо мясушка какое-нибудь, там барбекю, да, стейк. Любит такое. Но и тут же, знаете, вот сам себя ругает. Вот покушал жирненькое, потом он раз на диеточку садится. Ну, холеный мужчина, такой красавчик. По характеру очень приятный, я бы даже сказала, как этот дамский угодник, да. Очень приятный мужчина по характеру, сладенький, от него вот сладостью веет. Этим мужчиной вы сейчас очень недовольны, прям недовольны. Я вижу, что вы на него злитесь. Я вижу, что вы то ли ему высказали что-то, то ли вы ему вообще запретили к вам подходить, то ли вы опасаетесь за свое сердечко, опасаетесь, что можете в него влюбиться, а он вам сердце разобьет. Но, может, вы уже ему и сказали, что если ты ничего мне не предлагаешь, то нечего ко мне ходить. Мне вообще идет, что он весь такой классный, но рядом с ним женщина на козу похожа. Видите, вот она, коза. Небольшая, но очень рогатая. У нее рога какие-то прям закрученные, как у барана. Коза, женщина рядом с ним. Строптивая, противная, агрессивная, истеричная. И такая, знаете, прям, если что, бодаться начинает. Женщиной это и могут показать его сожительницу, невесту, не знаю, как правильно сказать, даму сердца. Также могут показать жену. И также могут показать очень гиперответственную и ревнивую маму. Ну, прям коза. Может, она в год козы родилась, да? А может, похожа, визуально даже похожа на козу. Вот, скорее всего, эта коза и стала камнем преткновения. То есть, возможно, вы понимаете, что он мужчина не свободный. И вот когда он к вам подкатывает, вы такая: нет, вот будешь свободный, тогда и поговорим. Может быть, вы с ним в тайных отношениях находитесь. И вы ему говорите, что ну все, хватит, да, давай там решайся, определяйся. Не буду ж я тебя вечно ждать. Ну, либо так, либо так. Коза. Может, кстати, вы муж с женой, кстати, да, вот информация, но из-за его, например, ревнивой мамы отношения ваши треснули пополам причем. То есть и он не рад этой ситуации, и вы не рады. Но вот мне идет, что он достаточно в этом плане слабохарактерный. И еще мне идет, что он эту козу очень боится. Может быть, он вам не все рассказал про эту женщину, может быть, он вам решил там не открывать глаза на то, насколько она опасна. Но потому что не зря такие огромные рога показали. Смотрите, вот ее морда, вот она коза, тельце, хвостик, эти ножки, вот морда, и вот рога вот так закручиваются и идут прям такие острые. Может быть, эта женщина ему угрожала. Может быть, она ему сказала, что если ты вдруг меня бросишь, то я, значит, там, как я дурак, мне нечего терять, да, я дура, мне нечего терять. Я там вас на британский флаг. Может, еще что-то. Может, она компромат какой-то против этого мужчины имеет. Может, угрожает, не знаю, наследство лишить. В общем, он вам точно не сказал, потому что это, страшно, это плохо. И он, например,
решил сохранить ваш покой, чтобы вы там не нервничали, не переживали. Понимаете, мужчина как будто бы в ловушку попал. С одной стороны, это коза, которая просто вот бдит, она его бдит, она его никуда не пускает, он у нее на поводке находится. Постоянно ему истерики закатывает, постоянно его как мальчика отчитывает и ранит его своими рогами. А с другой стороны, вы женщина для счастья, для любви, понимаете, с вами он просто как Бог, понимаете, себя так ощущает. Ему так хорошо, ему так приятно, он никого никогда так сильно не любил. Ни одна женщина в мире не давала ему столько тепла, столько нежности, вот прям нега идет, понимаете, мужчина там цветет и пахнет, когда вы рядом. Даже просто когда о вас думает, у него прям выражение лица меняется. Глаза аж светлее становятся от счастья, когда о вас думает. Ну, надо решаться, нужно определяться и нужно что-то делать. Нужно что-то решать с этой козой. Все-таки, какая бы она там с рогами ни была, я думаю, что на нее управа-то должна найтись. Тем более вас же тоже показывает девушкой достаточно серьезной. В плане того, что вы можете за себя постоять. Вы не только за себя можете постоять, но и за мужчину. Но если как бы вы поймете, что это ваш человек, что он делает все для того, чтобы быть с вами, то вы, конечно, тоже будете на его стороне, и вы сможете за него бороться. Вы будете за него бороться. Вот. А когда он, знаете, и вашим, и нашим, и не рыба, и не мясо, то это все очень странно и подозрительно. Скорее всего, из-за этого у вас напряженка в отношениях. Вы его к себе не подпускаете. Вы почему-то в него молнии кидаете. Может, глазами кидаете, да, он только к вам там идти, а вы такая глазами молнию ему тудух, и все, и мужчина сидит на попе ровно. Может быть, действительно обиделись, что он там, маму свою слушает, а вам не верит. Либо не хочет прекратить этот беспредел, когда вы вроде семья, живете втроем. И мама диктует, что вам делать, как вам делать, где вам делать. Может быть, вы принципиально говорите, что вы не хотите с женатиком общаться, и вообще это не ваша песня. То есть и так может отыграться. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится, что мужчина очень мягкий. Вот он действительно очень мягкий. Это он не играет такую роль. Он по сути такой. У него сердце доброе. Ему не хочется никого обижать. Ему не хочется, чтобы люди ругались. Да, сглупил, возможно, попал в отношения с очень, нехорошей женщиной, да, агрессивной женщиной. А теперь он и за вас боится, не хочет, чтобы вы пострадали, и за себя боится, понимает, что он не потянет эту козу, вот реально не потянет. Ему надо помогать, Вот дело, конечно, ваше, жизнь, конечно, ваша. Вы для себя вот честно определитесь, нужен он вам или нет. Если прям говорите, да, нужен, хочу, боритесь, и вы точно победите. Вдвоем вы точно справитесь. Если вы думаете, что не сильно хочется, да, тем более, если это не соперница, а мама, куда маму денешь, все равно она будет. Это с соперницей можно разойтись, а с мамой навряд ли разойдетесь. Тогда думайте о себе, о своем будущем. Мне жаль этого мужчину. Жаль его такой вот мягкий, обходительный характер, он из-за него страдает. Действительно страдает. Ему бы попасть в руки такой женщине, как вы, умной женщины, и вы бы из него звезду сделали. Под вашим чутким руководством он бы мог всего добиться. Вот с его-то шармом, очарованием он всего бы смог добиться. Просто вы бы ему говорили, что делать, как делать, с кем делать. И он бы вот так вот себе дорожку бы к звездам протоптал. Видите, как случилось. Если мама, то это прям совсем беда. Если соперница, то и можно, и нужно бороться. Да, потому что с этим мужчиной вы будете счастливы. Он хороший мужчина, действительно хороший. Так, еще у вас есть поклонник, но этот поклонник, он какой-то, хочется сказать, виртуальный. Виртуальный, либо человек живет очень далеко, да, и вы общаетесь в интернете по телефону, либо на сайте знакомства, возможно, вы с каким-то мужчиной познакомились, и он там просто места в себе не находит, он с ума по вам сходит, потому что очаровала, просто очаровала, вот сила фотографии, сердце у него украла. Человек, который понимает, что отношения на расстоянии — это не отношения, и серьезными такие отношения не назовешь. И никто не хочет таких отношений, да.
как это, любовь на расстоянии. Хочется потрогать, пообнимать, поцеловать, да, время провести. А на расстоянии это прям совсем не то. Мужчина, для которого вы муза, мужчина, который но он на многое готов, но вот почему-то приехать не может. Не могу понять, почему. Может быть, у него там проблемы с документами, опять же, виза, да, может, визу не дают, может, какие-то ограничения на нем есть. Но вот он сейчас только вами живет, просто вами. И думает о вас просто вот каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду. Все мысли о вас. И даже немножко похоже, что он того, немножко, да, пошел уже по косой линии, он с вами как будто бы общается. Общается, вот вас представляет и с вами общается. Он наделил вас какими-то божественными свойствами. Он как будто бы даже не вас любит, а любит ваш образ. Да? Вот сам себе придумал идеальную женщину и ее же полюбил. Немножко, знаете, маниакальная какая-то любовь. Вот тут точно не рекомендую, не советую. Если бы вы общались и общались полноценно, может быть, он бы полюбил вас такую, какая вы есть. А тут он уже такого себе напридумывал. Это прям совсем уже не вы, а какой-то совершенно другой образ. Маниакальный какой-то человек, если честно. Пугает. Меня этот человек пугает. Вот не знаю, что конкретно. Давайте я лучше на картах досмотрю. Меня пугает. Что-то в нем такое есть. Может, он какой-то недолюбленный. Может, он вообще впервые влюбился. Ой, какой-то он странный, если честно. Хочу посмотреть, в чем опасность. Откуда этот страх возникает. Что это? Ну, то, что любит, понятно. Ну да, он вас очень любит, просто безумно любит, но при этом человек, он очень мутный и своеобразный. Очень своеобразный, очень ревнивый мне идет, безумно ревнивый. И если вы будете с этим человеком, то вас ждет башня. Дома вас просто закроет и скажет: ты моя, принадлежишь только мне, и вот никуда тебя не пущу, да. Может быть, человек, там, не знаю, человек традиций. Возможно, он вообще там будет следить за тем, что вы одеваете, как вы одеваете. Там, без меня на улицу нельзя, да, либо одень там какую-нибудь накидку, да, чтобы вообще ничего не видно было. Одевайся скромно. Какие-то мучительные с ним могут быть отношения, то есть можно купиться на его любовь, потому что действительно любит, но по итогу получить башню, быть закрытой в 4 стенах. И это не про золотую клетку, это про жесткую, ужасную клетку. Она не золотая. Я не вижу, чтобы этот мужчина был каким-то там супербогачом, чтобы мог обеспечить вам золотую клетку. Ну и согласитесь, жить в золотой клетке тоже не камильфо. Да, лучше жить свободной птичкой, любить, наслаждаться жизнью, быть на равных с партнером. Не знаю, девочки, это, конечно, вам там думать, решать, судить, чего вы хотите, как вы видите свое будущее. Но мне этот образ не нравится. Не нравится, и я против таких отношений, против таких супер-гипер ревнивых людей. Это прям как болезнь какая-то. Болезнь, которая, к сожалению, не лечится. Ну, что есть, то я вам и сказала. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.